Любовь Трифоновна Банникова, пожалуй, самый известный в Волжском районе мастер по плетению из соломки. Изделия, сделанные ее руками, можно встретить не только в родном районе, но и далеко за пределами. Сама соломкой увлеклась случайно. Понравилась, говорит, аппликация из соломки. И для себя решила, что будет изучать это ремесло. Не просто изучила, а стала педагогом Центра детского творчества. Учила детей плетению из соломы. С детьми мы изучали технологию заготовки, обработку соломки, выполнение аппликаций. И первые работы мы, конечно, сначала выполняли на бумаге, на картоне. Вот такие у нас работы получались. Небольшие, скромненькие такие работы. Затем мы начали уже делать храмы, животных, птичек, делали аппликации, участвовали в выставках, конкурсах. А затем мы уже начали изучать технологию плетения плетежков объемных, потому что видов плетения очень много соломенных. Это и объемные плетежки, и плоские плетежки, которые употребляются в изготовлении изделий. Любовь Трифоновна жалеет, что в детстве не было возможности заниматься таким удивительным ремеслом. Радуется, что все-таки узнала, что солома в умелых руках превращается в настоящее произведение искусства. Вымытая, высушенная и отглаженная, она податливый материал, с которым интересно работать. Например, такие как сережки, подвесочки. Вот такие подвесочки национальные со звездочкой. Ободки. С детьми мы еще выполняли елочные игрушечки. Это шишки разные шишки, колокольчики. С детьми участвовали в различных конкурсах. Особенно запомнился конкурс «Зеленая планета», «Фитомода». Заняли призовое место. Мы к этому конкурсу готовились целый год. Плели плетежки различные, шили костюмы, пояски, короны, головные уборы выполняли. Теперь эти костюмы хранятся в Волжском центре детского творчества. Диву даешься, что только нельзя сплести из соломки. Только вчера неприметный стебелек колосился в поле, переливаясь золотистым цветом, а сегодня уже в виде украшения на одежде или на голове, подчеркивая настоящую красоту, душевно, изящно и самобытно. Чем больше знакомишься с ремеслом, тем сильнее убеждаешься, что из соломы можно сделать все. Как и в любом ремесле, в соломоплетении важное место имеет подготовка материала. Соломку собирают в период восковой зрелости, когда она еще не совсем созрела, чтобы она была мягкая и пластичная. Вот. И здесь нужно обрезать узелки, и у нас получаются трубочки. Из этих трубочек мы потом плетем различные плетежки. Из средней части плетежка, соломинки, мы плетем плоские плетежки. Вот такие, например, значит, плоские плетежки. Зубаточка. Можно выполнить шахматку, плетежок. А из вершинок, из верхней части, мы плетем объемные плетежки. Вот такие спиральные плетежки, которые тоже используем в изготовлении шкатулок, кукол. Чтобы сделать аппликации, здесь нужна соломка глаженная. Мы эту соломочку гладим утюгом, затем приклеиваем на кальку, разглаживаем тоже утюгом и выполняем различные. Или шахматку выполняем, такие изделия, или на аппликацию используем. Чтобы сплести шляпу, например, нужно очень много метров сплести вот такого плетежка зубатка. Затем он разглаживается и сшивается, или вручную, или на машинке сшивается. Получаются шляпки. Вот. Это вот у меня заготовка для сумочки. Здесь используется несколько техник. Плоское плетение, шахматка используется и просто соломочка. Любовь Трифоновна уже на заслуженном отдыхе. Да любимое ремесло не отпускает. Нет-нет, да и сядет за стол, вытащит соломки, и пальцы как бы сами начинают делать выработанное до автоматизма движение. Бывает, бывшие ученики навестят или уже своих детей приводят, чтобы познакомить с ремеслом по плетению из соломы. Любовь Трифоновна никогда не отказывает, все подробно расскажет, покажет. Соломка это у нас ржаная, потому что она больше подходит для плетения, потому что у нее длинные трубочки. Вот это у нас трубочки средние. Они идут в основном на плетение плоских плетежков, вот таких как вот зубаточка, вот таких плоских плетежков или таких плетежков. А вот вершинки, они у нас используются для плетения объемных плетежков, спиральных плетежков. Вот таких плетежков. Можно вот такие вот различные изделия сделать. Такие изделия, колокольчики можно сделать. Это вершиночки у нас.
А сегодня мы с вами начнем с самого простого плетежка. Он называется косичка. Он плетется из 3 соломинок. Мы берем по 3 соломинки, примерно одинакового размера. Вот так вот. И здесь перевязываем в конце ниточкой вот этой. Перевязываем. Так, сейчас сёме тоже выберем соломочку. Вот так. У тебя вот тут ниточка. Перевязываем тоже. Косичка. Из этого плетежка косички можно делать тоже различные украшения. Можно ободочки различные. Можно браслетики сплести из косички. На какие-то украшения можно косичкой украсить различные изделия. Замотали, и можно завязать узелок, чтобы не распутывалось у вас тут. Так, получается? Давай помогу тебе. Лучше на самый краешек сюда. Так, и одна ниточка сейчас открываем. Все, можно лишнее обрезать. Так, держим. У нас получилось. Сейчас можно завязать уже узелок. Давай, держи, я тебе помогу. Так, все. Трубочки у нас готовы. Вот сейчас посмотрите, как я вам покажу, как это делается. Значит, берем одну соломочку, боковыми сейчас будем работать, и укладываем ее параллельно к следующей соломке. Вот. Здесь, вверху работаем, вверху. Потом следующую соломочку берем, опять ее перегибаем и ложим тоже параллельно к следующей соломочке. Так. Да. Ага, получилось. Теперь с этой стороны также берешь, перекладываешь. И вот здесь накаточком вот так вот перегибаешь. И вот параллельно к этой соломочке. Теперь с этой стороны параллельно к этой соломочке. Понятно, да? Так, ну-ка, Настя. Так, ага. Вот эту соломочку положила сюда, перегнула пальчиком. Теперь с этой стороны соломочку так кладем параллельно. С этой. И чтобы вот этот край у нас был ровненький. Видишь, вот так вот перегибаешь. И прижала пальчиком. Снова перегибаешь и прижала пальчиком. Был бы наставник хороший. Дети сразу схватывают. И на глазах уже начинает вырисовываться косичка. Процесс занятный. Еще одно движение и получается красивый браслет. Всегда приятно носить украшения, а изготовленное самостоятельно вдвойне приятней. Мастерица с любовью рассказывает, показывает, и все пространство вокруг тоже наполняется любовью. И она дарит эту любовь с радостью и удовольствием, как когда-то впитала от своего отца. Именно от него у Любовь Трифоновны любовь к ремеслу и рукоделию. Он был мастером на все руки, и по дереву, и по железу, и по стеклу. От отца сохранилась только одна шкатулка. Она потертая, но очень мне дорога, как память об отце, говорит Любовь Трифоновна. Ему пришлось, потому что в сталинских лагерях отсидеть, и там они, чтобы выжить, делали вот такие шкатулки. Вольно-наемные приносили им солому, они ее красили, и вот и обклеивали эти шкатулочки. Но в основном у него там была геометрическая резьба. Они ножичком прямо сразу шкатулочку обклеивали таким клеем, который этот клей варили. Раньше был такой клей, который варили. И вот его надо было только смочить, эту шкатулочку, и прямо наклеивается уже соломка на этот клей. Вот. Благодаря этой шкатулочке, может быть, он и выжил, потому что офицеры покупали эти шкатулки или обменивали на хлеб. В старину соломой покрывали крыши жилищ. Она шла на подстил и корм скоту, обувала и одевала человека, служила постелью. Из нее изготавливали домашнюю утварь, головные уборы, игрушки и украшения. Ремесленные художественные приемы соломоплетения уходят своими корнями в глубокую древность. Известно, что солома наделялась особым магическим свойством. Верили, что в ней заключена благотворная сила. Соломка имеет прекрасные такие свойства, как золотистый цвет и пластичность. И когда человек заметил, что из соломки можно выполнять какие-то изделия, начали плести кухонную утварь. Это сначала были большие корзины, кувшины для хранения зерна.
Особенно славились своими изделиями мастера из деревень Кавашур, Заря, Александровка и Ягул-Можга. Их работы можно встретить и по сей день. Например, в некоторых деревнях до сих пор используют соломенные чаши под хранение лука и чеснока. Ну, раньше, конечно, больше использовались. Но сейчас меньше, но все равно. Мы вот ездили на Вятский лапоть нынче, на ярмарку. С Ленинграда у меня в основном. У меня были еще 2 набора, но там круглые самоварчики были. Вот. Уехали в Ленинград. И очень много поделок у нас за границей находится. Особенно, когда студенты обмениваются опытом, уезжая в другие страны. Вот они покупают или шкатулки, или куклы. Они в основном берут такие изделия на подарки. Соломоплетение нынче живет и развивается как искусство, а благодаря искусству человек лучше понимает мир и самого себя. Искусство хранит черты эпохи для следующих поколений. Искусство формирует вкус. Произведения искусства способны стать источником поддержки и силы в сложные минуты жизни. Так пусть источник народных талантов никогда не пересохнет, а интерес к изделиям из соломы в будущем только возрастет. Пусть сверкают наши глаза от золота соломки.